Друзья, я много раз говорил, что Токаев это обычная мебель. Мебель Назарбаева, а сейчас табуретка Путина. Токаев ничего не решает. Он просто исполняет тельные поручения. Вы же видите, куда он поехал? Поехал в Актюбе, там, бешбармак поел, попраздновал. Елки там неожиданно посадили в Актюбе, где их не было. Потом мне звонили талдыкурганцы, говорят, везде пробки, там какой-то теннисный клуб открыл. Вот все, что он делает, вот так вот туда-сюда ездит, открывает, встречает Путина и больше ничего. От него никакой пользы нет. Это табуретка Путина. И вот Назарбаев не случайно его поставил президентом, а сам стал председателем Совета Безопасности. Но многие думали, что после Хантар ситуация поменялась. Типа он реально взял власть. Ничего не изменилось. Вот буквально через пару месяцев будет через месяц точнее, уже будет 3 года его после хантарства. Ситуация только ухудшается. Вы это видите. Поэтому толку от Токаева нет. Назарбаев почему поехал с Путиным встречаться? Видите, для них наступили тревожные моменты. Ну, во-первых, у него в войне с Украиной у Путина ничего не получается. Смотрите, где была мощная поддержка в Сирии у Асада, он бежал, режим разрушен, памятники падают. Но и Назарбаев встревожен, и Путин встревожен. У него просто сил нет. И у Ирана тоже сил нет. Вот Трамп обещает, что, как он возглавит страну 20 января, будут бить по ядерным объектам Ирана, чтобы они не производили, не обогащали уран и не могли построить ядерную бомбу. Израиль ударил массированно через свои самолеты, где-то 100 самолетов F-35 современных вылетели. Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов, чтобы вы понимали. Массированно ударили по заводам, которые производят баллистические ракеты. Все. Израиль, маленький Израиль, где население меньше 10 миллионов человек, свободно бьет по Ирану. Там население больше 80 миллионов человек. Почти в 9 раз превышает численность. Тем не менее, Израиль открыто бьет по Ирану, по его военным объектам. И таким образом Иран ослаб. Россия ослабла. К чему это все теперь приведет? Хотя Путин все еще, как все диктаторы, думает, что он очень силен, Назарбаев так не думает. Он обеспокоен. Он приехал уточнить, у них были совместные планы. В чем суть совместных планов? Я уже не первый раз говорю, но многие, я думаю, что здесь в эфире до конца еще все не слышали, не знают. План очень простой. В следующем году, в первом полугодии, по их планам провести референдум и объявить Казахстан союзным государством, как Беларусь. Фактически Казахстан Путин проглотит. Он намеревается провести мобилизацию в Средней Азии, в Центральной Азии. И для этого ему нужно 500 тысяч человек. 500 тысяч человек он хочет купить по 3000 долларов в месяц платить контрактникам. На это нужно где-то порядка 18 миллиардов долларов. И в следующем году из национальных резервов страны Токаев должен будет по приказу Путина выделить 20 миллиардов долларов. То есть тогда контрактники будут получать по 3000 долларов. 500 тысяч человек, это 1,5 миллиарда в месяц. Умножаем на 12, это 18 миллиардов. Вот он еще суммарно выделит 20 миллиардов долларов. И таким образом Путин получит дополнительную силу, а иначе, точнее говоря, мясо, которое он хочет бросить в мясорубку в войне против Украины. Вот что ожидается. То есть поглощение через референдум Казахстана в следующем году в резервах, национальных резервах страны, чтобы вы понимали, 105 миллиардов долларов. Это они там воруют десятками миллиардов долларов, и тем не менее в национальных резервах сейчас 105 миллиардов долларов. Понимаете, какая богатая наша страна? Десятками миллиардов долларов воруют, а там все равно собираются еще резервы. Поэтому эти 20 миллиардов долларов в следующем году Путин хочет изъять. Ему очень выгодно слияние, создание той самой Российской империи, границы при царе, поглотить всю Центральную Азию, и что он получает? Богатый Казахстан,
у которых в резервах 105 миллиардов долларов, плюс человеческие ресурсы. В Средней Азии живет около 80 миллионов человек, и Путину не проблема хоть миллион человек затянуть на войну. Но для этого ему нужны деньги, а деньги где есть? Только у Казахстана. В странах Центральной Азии только у Казахстана деньги. У узбеков нет. Узбек доходы на душу населения приблизительно в 4 раза меньше, чем в Казахстане. Кто восхищается Узбекистаном, знаете реальность. Это нищая страна. Нищие люди там бедные. Вот. И все деньги в Центральной Азии только у Казахстана. Почему Назарбаев поехал встречаться с Путиным? Он хочет получить гарантии безопасности. Вы видите, что Башар Асад куда бежал? В Москву. Если бы он поехал бы в Абу-Даби к арабам, в итоге, в конце концов, его выдали. Поэтому он бежал в Москву. Путина это то место, Москва, куда сбегаются все диктаторы. Поэтому Токаев тоже в будущем готовится вместе с Назарбаевым разместиться. Они сейчас там имеют бизнес, активы, банки, все прочее. Они понимают, что угроза их безопасности, и, встречаясь с Путиным, снова переподтверждает слияние. Предполагают, что в следующем году будут выборы. Внимательно следите. В следующем году планируются выборы, ликвидировать Сенат. У нас двухпалатный парламент. Мажилис и Сенат. Предполагается ликвидировать Сенат, сделать единый парламент, один, чтобы он был более контролируемый, типа парламентская республика. Ранее предполагалось, что объединенный будет парламент в союзном государстве, и якобы Назарбаев будет председателем этого союзного парламента. Сейчас это корректируется, он не будет председателем союзного парламента, но он ищет безопасность, чтобы его многомиллиардные активы были сохранены, чтобы у него была безопасность. И вот после ситуации с Сирией Назарбаев еще раз получает дополнительное подтверждение, что этот курс Путин будет продолжать делать. Он гарантирует им безопасность и Назарбаеву, и Токаеву. Вы же видите улицы Назарбаева, аэропорт Назарбаева, его зятья, богатейшие люди нашей страны. Они то же самое контролируют. Никто у них ничего не забирает, а просто имитирует. Некий суд якобы идет, еще что-то. То есть никто ничего у Назарбаева не забирает. То есть вот эта встреча, это сделка. Сделка по поглощению Казахстана. Сделка, чтобы в следующем году Казахстан выделил из резервов 20 миллиардов долларов Путину. Сделка, чтобы в следующем году Казахстан оплатил 500 тысяч людей, и Путин их отправил на войну в Украину.